Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кому вы не даете покоя? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, кому я не даю покоя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы желаем услышать, узнать. Так. Смотрите, вы вообще личность очень яркая. Вот есть у вас что-то, что заставляет противоположный пол трепетать. Либо тут девушка очень невероятно такая манкая, привлекательная красавица, либо вы наоборот девушка, которая обладает каким-то леденящим душу взглядом. То есть, как бы это правильно описать? Мужчины к вам испытывают интерес. Однозначно. Вы вышли в центре, вы вышли в сиянии, но вы мужчинам совершенно какая-то недоступная, непонятная и недоступная. Кстати, может отыграться, что о вас какие-то ходят легенды, слухи, разговоры о том, что вы любого можете просто в один момент, там, не знаю, поломать, заморозить. Что вы знатная сердцеедка, коллекционерка, либо девушка со сложным характером. Мужчины, если честно, вас побаиваются. На вас, конечно, смотрят, но смотрят украдкой. Так, чтобы не быть пойманным, да? Чтобы вы там ледяным взглядом этого человека к месту не приморозили. Кому вы не даете покоя? Здесь есть 100% несвободный человек. Абсолютно несвободный человек, женат, может быть даже очень глубоко женат, но человек, который давно в вас влюблен. Вы давно этому человеку нравитесь. Это может быть сосед, это может быть коллега, это может быть в принципе человек, с которым вы там по дорогам соприкасаетесь, да, встречаетесь в пути. То есть этот человек вас видит. И достаточно часто видят, имеет возможность вас где-то наблюдать. Человек по вам, конечно же, сохнет, мечтает о вас, представляет вас. Он с вашим именем живет, просыпается и засыпает. Вот прям, чуть ли не 24/7, да, фокус на вас. Вот эта его жена, она ему, конечно, друг, но не более того. Вот вся его сексуальная энергия, его сердце, все принадлежит вам. Конечно же, он вас не знает. Либо если даже знает, то знает как-то поверхностно. Он в своих мечтах вас там идеализировал. Вас там на пьедестал поставил, там крылышки вам прилепил. И он на вас просто молится. У человека очень сильное желание к вам. Но тут желание больше как не сексуального характера, а вот именно тепла с вами. Да? Вот хочется, чтобы вы были его женой, чтобы у вас был общий дом, чтобы вы там вместе посидели, поговорили, куда-то сходили, там деточки, чтобы у вас общие были. Вот этого ему хотелось. Но поскольку ему это недоступно, этот человек даже и не пытается в вашу сторону двигаться. Все, что он может делать, либо себе позволить, это грустный взгляд, такой, знаете, провожающий грустный взгляд. Вот и все. Вы, вот кто смотрит эту отсыпочку, вот кто-то из вас догадался, о ком я говорю. Потому что вы не раз чувствовали этот грустный взгляд у себя там на плече, да, на спине. Вы это чувствовали. Только понять не могли, что это за взгляд. А это взгляд влюбленного романтика, да, обреченного на то, чтобы к вам там даже не иметь права подойти. Конечно же, это все глупость. И, конечно же, он бы мог бы и подойти, и познакомиться, и общаться с вами, даже, может быть, что-то предложить. Но этот человек, он себя сам обрек именно на такую ситуацию, когда он сам себе даже запретил, не то чтобы там с вами говорить, просто к вам подходить. Любит он вас давно и, я так понимаю, будет еще долго вас любить.
Себя проявлять он не будет. Разве что, если он там на каком-нибудь, ну, как человек подпил, да, поймал какую-то волну синюю. На такой волне он может подойти, там, намекнуть. Но я, конечно, сомневаюсь, потому что уж слишком сильно он боится своих чувств и боится их проявлять. Ему есть что терять. Есть, вот действительно есть. Это не то, что он там за материальные ценности. У него есть репутация, там, дети, семья, в принципе, какое-то уважение общества. Вот этого он боится потерять. Плюс он очень боится получить отказ. И если вы дама не свободная, ну тут еще и мужа вашего может бояться. Да? В принципе, человек может бояться нарушить ваш покой. То есть стать источником неприятностей для вас. Вот это вы должны знать. Здесь еще один человечек вышел. Но у этого человечка к вам другое отношение. У этого человечка к вам претензии. Причем претензии прям мирового масштаба. Это может быть, кстати, и женщина. Женщина, которой вы мешаете. Вот само ваше существование ей мешает. Вот она считает, что все неприятности в ее жизни из-за вас. Из-за вас. Вот представьте, вы живете и не знаете, а она уже все решила, что вот да, у меня плохо, там денег мне не хватает, там реализации у меня нет, еще чего-то там нет. Это все из-за вас. Очень человечек негативит в вашу сторону. Очень. Причем так прям, знаете, капитально. Но это нормально, да? Обычно люди склонны винить в других в своих неприятностях. Это может даже отыграться, что ну, либо коллега какая-то на работе, либо, например, да, кто замужем, девочки, это может быть бывшая, например, вашего мужа, либо мамочка, да, мужа тоже может так думать, скажет: о, увела у меня сына, а я теперь одна сижу, никому не нужная. То есть запросто может быть. Женщина это какая-то немножечко ограниченная, с ограниченным мышлением. То есть вместо того, чтобы подумать о том, что так, что не так, она вот выбрала вас своей целью, она вас назначила виноватой и постоянно сидит в вашу сторону, пузыри пускает, мыльные причем, понимаете? Возможно, у вас в ближайшее время с этой женщиной будет какой-то разговор на повышенных тонах. Она уже просто не выдерживает, у нее вот эти эмоции, они просто кипят. Навредить она вам физически не может. Ну и в принципе, может быть, даже в энергетическом плане, да, вот эти ее все посылы, они, конечно, может и чувствительные, но не на прям 100%. Вы должны знать, что вот она против вас настроена, причем настроена очень серьезно. Вреда я не вижу, но ощущение вот этого кардибалета, оно существует. Да, вот именно от этой женщины идет, фон идет от этой женщины. На что способна эта женщина? На какие-то мелкие пакости. Мелкие. Ну, это не смертельно. Будьте поаккуратней, и все будет замечательно. Так, еще про покой. Здесь есть человек, кто профессионально оказывал вам какие-то услуги, либо с кем вы работаете, да, но не на постоянной основе, а какие-то вот редкие встречи, либо какая-то редкая встреча была. Человек с растительностью на лице, то есть это вот что-то типа бородки, ну больше как бородка идет, да, не усы, а бородка. У этого человека к вам случилось, ну, любовь не любовь, но загорелся человечек к вам. У него вы какая-то ассоциация всплыла, да? Может быть, напомнили ему первую любовь, может быть, напомнили ему там любимую женщину, там мамочку, бабушку, да, вот какая-то энергетика похожая, вот прям он понять, может быть, не смог, но вот прям почувствовал, что свое родное. Вы этому человеку очень понравились, очень приглянулись. Но то ли времени у вас как-то особо на разговор не было, то ли ситуация была не та. То есть этот человечек о вас все время думает, вспоминает, надеется, что когда-нибудь судьба вас ведет, и вы сможете опять пообщаться. Влюбленность, это влюбленность. Такой, знаете, вот навязчивая влюбленность у него произошла.
Мужчинка, вот что-то у него там на лице, волосы, да, вот борода, там усишки, да, что-то такое у него есть. Это человечек вас и день, и ночь ищет в интернете. Он пытается найти вас, узнать что-то о вас. Может быть, у него есть ваш телефонный номер, может быть, даже почта есть. Но вот пытается, знаете, вот наковырять, да, вот с чем к вам обратиться, как к вам обратиться, что вам написать, что вам сказать. Боится же, конечно, и свои чувства обозначить. С другой стороны, очень сильно к вам тянет. Интересная ситуация выходит. Но вот думает, готовится. Значит, девушки, у которых взрослые дети есть, особенно взрослый сын. Сын, с кем вы как-то вот, ну, не в ладах, что ли, да, есть какие-то моменты сложные. Вот сын мог обижать словами, даже, может быть, какими-то действиями, там, уехать, там, психануть, все бросить, да, как-то вот поступить. Значит, мои хорошие, его совесть очень сильно мучает совесть. И, конечно же, он вас любит. Но либо возраст кубертатный он не пережил, либо, ну, как, знаете, еще не сформировалась личность. Он хотел бы с вами хороших, добрых вот отношений, там, мамы и сына. Но не получается, да, вот он сам себя не понимает, почему он такую агрессию испытывает, почему он так себя ведет. Значит, мои хорошие, совесть его мучает, чтобы вы понимали, думает о вас постоянно, и ему самому из этой ситуации не выбраться. То есть здесь вы должны в очередной раз, да, как мамочка, сделать первый шаг в сторону вашего сына. Конечно, он будет как ежик, это, ну, как уже привычка у него, да, быть ежиком. Но тем не менее, я вижу, что он смягчится, девочки, смягчится. Может быть, не в один момент, может быть, со временем. Он очень смягчится. И будет даже такое время в вашей жизни, когда именно ваш сын, например, да, который доставлял вам очень много беспокойства, заставлял вас переживать и нервничать, станет вашей гордостью. Вот прям будете гордиться, кем он стал, как он к вам относится, как он вас почитает, как он вас любит, что он для вас делает. Вот все, что вы там сейчас пережили, вам сторицей окупится. Потому что мальчик, он неплохой. Может быть, немножечко свой путь еще не нашел, но неплохой. Он вас еще удивит. Если вот женщина с ним рядом сейчас такая принципиальная, немножечко ревнивая, не совсем адекватная, значит, мои хорошие, не переживайте. Вы должны понимать, что она его действительно любит. Она его любит. И да, так бывает. Молодые люди, они иногда грешат и ревностью, и какими-то претензиями. Все наладится, все будет хорошо. Не переживайте, не расстраивайтесь. Так, и еще вот хочу вам сказать про тех, кто в паре, в браке, у кого сейчас очень сложный период в отношениях. Вот вы поругались, да, вы там расстались, разошлись, кто-то в паузе, кто-то в разводе уже находится. Вот ваш муж, бывший, например, он очень сильно обижен вами. Вот какую-то правду вы ему сказали, в лицо прям сказали. И эта правда его прям подкосила. Понимаете? Вот он все время думает о ваших словах. Он обижается, он негативит в вашу сторону. А знаете почему? Потому что правду вы ему сказали. Потому что вы обнажили эту правду. Он постоянно возвращается в этот момент, когда вы ему что-то сказали. Там буквально была, ну, фраза какая-то, может быть, 2 фразы. Вот прям каким-то тоном таким леденящим вы ему сказали. И все. Он прям такой и осел на том же месте. Вот у него какая-то цель появилась в жизни, да, вот доказать вам, что вы были неправы. И чем больше он пытается это доказать, тем больше он понимает, что как раз-таки вы были правы, и что вы сказали ему правду. Значит, девочки, вот сразу вам говорю, с бывшим, значит, ситуация будет такой. Он там еще будет как-то пыжиться, тужиться. Буквально вот месяца 3-5 он будет на вашем пороге. Причем на пороге с покаянием. Вплоть до того, что ты была права, прости, извини, подскажи, помоги. Вот такой разговор может случиться.
Ваше время триумфа, оно наступит. И вот это его сейчас к вам обида и даже в каком-то случае, да, агрессия, она вот прям раскаянием обернется. Очень ярким, очень сердечным. Вот об этом вы должны знать. А почему у вас так все произошло? Произошло, да, вот вы там расстались, разбежались. Но если исходить из того, что я вижу, просто ваши отношения разбились о тяжесть бытия, да, то есть о какие-то проблемы, о том, что вы вместо того, чтобы договариваться, просто вот как перетягивали это одеяло. И еще отыграется, что женщина слишком много на себе тащила и в определенный момент просто надорвалась, устала, все, уже больше не может тащить. Вот, мужчину сначала холила, лелеяла, там, зацеловывала, а потом поставила его перед фактом. А он оказался просто не готов. Не готов. Он, видите ли, обиделся, вести себя стал таким образом. Ну и об это все и разбилось. Мои хорошие, вот через, ну давайте возьмем полгода, да, приблизительно такой срок, чуть меньше будет, конечно, здесь еще у вас как шанс появится на то, чтобы воссоединиться, соединиться с этим человеком. Уже думайте, решайте сами. Мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.